В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске о роли науки в развитии государства президент встретился с молодыми учеными. Никогда не забывайте, в Абхазии отметили День памяти жертв политических репрессий. 40 гектаров мусора. О том, как в Пицунде борются с бытовыми отходами. Актуальный репортаж программы. Абхазская наука сегодня должна помочь нам в определении места, которое Абхазия занимает в современном мире, и указать пути гармоничного встраивания в общемировые процессы. Об этом заявил президент Рауль Хаджимба на встрече с молодыми учеными и аспирантами, посвященной Дню науки Республики Абхазия. 18 лет назад, 30 октября 1997 года, был избран первый состав Академии наук Абхазии. Именно это событие и стало датой создания отечественной науки. В День науки Абхазии на встречу с главой государства были приглашены около 30 молодых ученых из АБИГИ, Института ботаники, Института сельского хозяйства и ЭПИТ. Президент Рауль Хаджимба отметил, что молодые ученые встали на ответственный путь служения науке, который на протяжении десятилетий прокладывала абхазская интеллигенция. Наши ученые в сложнейшие для страны годы находились в авангарде национально-освободительной борьбы, в то же время добивались серьезных результатов в науке. Именно такой пример показывает жизненный и профессиональный путь основоположника современного абхазского государства Владислава Ардземба, подчеркнул Рауль Хаджимба. Сегодня перед нашим государством стоят сложные задачи. И вы сами на себе это чувствуете. И вы видите, насколько тяжело выруливать эту ситуацию. И мы хотим, чтобы эта ситуация складывалась бы так, как это полезно для нашего государства и для нашего народа. Чтобы мы были действительно в реальности независимым государством. Стать полноценным и эффективным государством, уважаемым в мире, невозможно без развития интеллектуального потенциала. Общество без науки и образования обречено на деградацию и исчезновение. Президент отметил, что очень важен рост доли молодых ученых в абхазской науке, и эту тенденцию нужно закрепить. Для наших ученых нужно создать дополнительные возможности для творческой реализации, постановки новых, более амбициозных целей, чтобы добиваться признания не только в Абхазии, но и в мире. Сегодня в научной сфере достаточно проблем и социальных, и финансовых, и организационных. Думаю, лучше, чем вы, это на себе никто не чувствует. Тем более, что, я еще раз говорю, пока наши возможности не самые большие. Задел научных знаний, включая фундаментальные, которым мы располагаем, в основном был создан еще в советское время. Невозможно бесконечно его эксплуатировать. В этой связи очевидна первостепенная задача модернизации всей научной сферы. Во всемирной поддержке нуждаются институты системы Академии наук Абхазии, основная составляющая научной инфраструктуры страны. Крайне необходимо усовершенствовать систему финансирования исследований. Здесь нужны новые подходы. Переход от сметного и текущего зарплатного финансирования к проектному финансированию и грантовому выделению средств. Мы уже это начали закладывать в бюджете 2016 года, как я раньше говорил. Наука может и должна развиваться не только в академических институтах, но и в образовательных учреждениях. Сегодня во всем мире университеты трансформируются в исследовательские университеты, чтобы проводить на должном уровне научную работу и обеспечивать высокое качество образования. Я не могу сказать, что у нас все к этому подготовлено, но мы к этому должны стремиться. Молодые ученые поблагодарили президента за встречу и обсудили с ним беспокоящие их проблемы. Для начинающих ученых очень важна эта встреча. Им приятно осознавать, что их проблемами интересуются на высоком уровне. Огромное спасибо за то, что вы нас пригласили. Хотелось бы подчеркнуть такой момент, как признание страны происходит через признание ее жителей. Признание научного мира Абхазии
фактически уже состоялось. То есть мы защищаемся за пределами республики. Многие из наших ученых ездят и в страны, которые не признали Абхазию на сегодняшний день. И это очень радует, когда мы получаем информацию о том, что кто-то был в Германии, кто-то был в Швейцарии. И там слушают нас, как абхазов. И мы сегодня, наверное, последние романтики в стране, которые пришли к вам не за повышением зарплаты, в то время как в среднем она около 2000 находится в научных учреждениях, а пришли за тем, что спасите наши работы. То есть нам интересно работать, и мы хотим работать, и приносить пользу на уровне непосредственного взаимодействия науки и развития государства. Сегодня мы впервые пытаемся объединить усилия многих ученых в формировании основной генеральной линии развития нашего государства. Я думаю, что в любом случае это будет полезно. Кто может построить жизнь, не ошибившись хоть раз? И мы тоже через тернии, сложности, которые есть на сегодняшний день в нашей стране, мы все равно придем к тому результату, о котором вы говорили. Не сомневаюсь, что все это нам создаст соответствующую возможность для того, чтобы пойти совершенно по другому пути. Мы много говорим о том, что нужно уметь работать с цифрами, нужно уметь работать с теми же материалами, которые есть у нас здесь в стране. Нужно так, чтобы нас слышали. Не только наших, предположим, хоровых или танцевальных возможностях. У нас есть их что представить миру помимо этого. Хотя и это то, что нас отличает от других, это наша самоидентичность. Это возможность говорить на своем языке, говорить и думать о своем государстве, как никто другой. Но и в то же время вот то, о чем вы говорили. Создать возможности для того, чтобы наших молодых ученых видели, что они у нас есть, что они развиваются, что есть возможность совершенно по-другому миру представить видение и абхазской науки. Очень больно слышать то, что пока мы с вами, к сожалению, все те возможности не смогли предоставить. Те же заработные платы являются, честно говоря, конечно, это не зарплаты. Но мы хотим как раз-таки в большей степени все сделать так, чтобы от нас с вами, от самой власти зависело бы качество жизни нашего государства. В первую очередь, как вы заметили сами, личности решают многое. В завершение встречи президент Рауль Хаджимба отметил, что сегодня задача государства – поддержать молодых ученых в научных и профессиональных поисках, помочь достигнуть результатов, которые выведут наше общество и государство на новый уровень. Рената Шакая, Алексей Гухава, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. В Институте ботаники прошло торжественное заседание, посвященное Дню науки Абхазии. Открывая его, академик Сергей Беби отметил, что становление и организация академии проходили в непростое время, в 1997 году. В своем выступлении академик, доктор филологических наук, один из основателей Академии наук Абхазии Шота Арста, отметил, что абхазская наука обладает богатыми традициями исследований в различных областях. При этом ученый добавил, что ее развитие сегодня испытывает проблемы из-за того, что абхазская наука не финансируется в должной мере. Ученый также добавил, что руководство страны разделяет озабоченность научной интеллигенции и готово оказывать ей поддержку. И вот пример взаимодействия представителей отечественной науки с зарубежными коллегами. Абхазские ученые принимали участие в международной конференции в Лондоне по теме сохранения биоразнообразия в контексте окружающей среды и клинической медицины. На конференции собралось более 400 участников из 150 стран Европы, Азии, Африки и Америки. Я должен отметить, что конференция проходила на очень высоком уровне в Олимпийском комплексе. Там были ученые со всего мира, они крайне заинтересованы совершить экспедицию в Абхазию и в Англии с нашим участием за счет английской стороны. Мы соглашение имели, и к нам в середине 2016 года приезжают ученые для расширения научных связей. Было достигнуто соглашение, что в течение месяца в Англии, в Лондоне они подготовят нашего специалиста по сбору гербарного материала и семян за счет Королевского ботанического сада Кью. И это тоже, я считаю, что большое достижение для наших ученых.
30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата для установления данного памятного дня была выбрана в 1991 году в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях. Память тысяч репрессированных почтили и в Абхазии. К памятнику в столице возложили цветы президент Рауль Хаджимба, представители руководства Абхазии и общественность. Репортаж Сарии Смар. Жесточайшие политические репрессии 30-50-х годов прошлого века не обошли стороной и Абхазию. Жертвами в основном стали представители зарождающейся абхазской интеллигенции. Молодые, сильные духом люди, настоящие лидеры. Сколько еще не могли бы сделать для своей страны? В Абхазии сегодня немало свидетелей тому жестокому времени, когда людей отправляли в лагеря целыми семьями. У меня с нашей семьи пятеро человек репрессированных. В том числе мой отец. Отец один из основателей комсомола в Абхазии. Сегодняшний день, конечно, очень тяжело. Очень тяжело. По официальным данным, в годы сталинских репрессий в Абхазии погибло около 7 тысяч человек. До сих пор многим семьям неизвестно, где покоятся останки их родных и близких. Клеймо врага народа было поставлено и на отце председателя Ассоциации жертв политических репрессий Анатолия Пилия в Владимире, который в те времена был одним из тех, кто организовывал колхозы и совхозы. Сегодня мы поминаем их, воздавая должное, ибо не будь этих жертв, абсолютно уверен, не было бы ни государственности Абхазии, ни народа, ни истории, ничего. Победа в Отечественной войне народа Абхазии, принесенная сыновьями и внуками этих невинно убиенных, вот доказательство той роли, значимости вот этих людей, память которых мы сегодня чтим. День памяти жертв политических репрессий отмечается в Абхазии с 2006 года. Тогда же и была создана комиссия при президенте по реабилитации жертв политических репрессий и одноименная ассоциация. В октябре 2011 года в память о жертвах политических репрессий был открыт мемориал, который сегодня является символом пережитой трагедии. Сария Смар, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Память жертв политических репрессий почтили также и в районах республики. В Гудауте у памятника выдающегося государственного и политического деятеля Нестора Лакоба возложили цветы руководители района, представители общественности, молодежь. Волна репрессий не обошла стороной и Гудаутский район. Выступивший на митинге руководитель Совета старейшин района Сергей Чаквитадзе сообщил, что на этом месте в скором времени будет воздвигнут новый памятник Нестору Лакоба. Общественность Тхорчалского района глубоко возмущена действиями группы депутатов, представляющих партию Ам-Цахара в Тхорчалском районном собрании, которые на своем последнем заседании выразили недоверие главе администрации Аиде Чачхали. Об этом, в частности, говорится в совместном заявлении общественных организаций Тхорчалского района, которых удивляет тот факт, что некоторые депутаты собрания принимают необдуманные решения, тем самым вбивая очередной клин в раскол общества. Итоги работы налоговых органов за 9 месяцев года были подведены на заседании коллегии Министерства по налогам и сборам республики. Плановые мероприятия выполнены по всем районам, за исключением Тхорчалского. В целом, как отметил на коллегии министр по налогам и сборам Рауф Цимцба, на сегодняшний день поступление платежей, администрируемых налоговой службой, составило 1 миллиард 975 миллионов, что на 355 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. На эту дату неплохие. Бюджетный план 9 месяцев текущего года у нас был 1 миллиард 567 миллионов. Фактическое поступление составило 1 миллиард 645 миллионов. Здесь хорошая динамика. В сравнении с прошлым годом составила 299 миллионов рублей. Ну, летний курортный сезон, вы знаете, у нас всегда проблем много, у нас у налоговиков. Проблемы какие? С постановкой на учет налогоплательщиков. Сама вот именно активность деловая людей резко возрастает, и в это время нужно приложить максимум усилий, максимум внимания, максимум принципиальности для того, чтобы вовремя обложить налогом.
40 гектаров мусорных свалок на территории реликтового заповедника, из-за чего в Пицунде могут исчезнуть редкие виды флоры. К чему приводит несознательность граждан или о том, как бытовые отходы стали частью окружающей нас природы, которой мы должны дорожить. Об этом репортаж Асиды Малия. Асмунда королевская, самшит колхидский – это всего несколько видов редкой флоры, которой богата природа мыса Пицунского. Однако, по всему видимому, люди не находят в них никакой ценности. И даже кажется, что специально губят природу. Папоротника Асмунда королевская на территории Пицунского реликтового парка найти не удается. По крайней мере, пока. Года 3-4 назад мы видели, да. Вот последний раз мы ходили с замом. И не нашли пока, не знаю, может еще лучше поискать, может, да, может исчезли, потому что в Сочи они исчезли. В Сочи тоже их много было, сегодня исчезли. Там они даже у нас спросили, мы им дали 1-2 корня, они там хотели у себя посадить, разводить. Мало кому известна история этого заповедника. В довоенное время на территории 34 гектар располагалась российская авиационная часть, которую позже передали во владение частично городской администрации и Пицунскому заповеднику. К сожалению, эта территория не огорожена. Тут вот лет 5-6 назад кто-то бросил один мусор, потом второй, потом третий, не смогли вовремя проконтролировать. И на сегодняшний день вы видите, что творится. В общем, стихийная свалка получилась. Сотрудники администрации реликтового заповедника уже 4-й день продолжают масштабный субботник. Без спецтехники не обойтись. Задействованы грейдеры и тракторы. За эти дни отсюда вывезено более 15 грузовиков мусора. Впереди еще много работы. По словам местных жителей, отходы привозили сюда с близлежащих домов, различных кафе, ресторанов, даже гостиниц и пансионатов. Между тем, среди груды мусора новую жизнь обретают самшитовые деревья, ранее съеденные огневкой. Выходят зеленые листочки, и это радует. Сотрудники Пицунской администрации уверены, что проблему несанкционированных свалок могут решить жесткие штрафные санкции. Они намерены систематически обходить территорию. К этой работе будут привлечены и правоохранительные органы. Нами проведена определенная работа. На сегодняшний момент вот вы видите результаты этой работы. Очень хочется обратиться опять же к жителям нашего города и к жителям близлежащих сел. Наверное, надо как-то более трепетно относиться к судьбе своего города. Для всех это говорим, что некрасиво такие вещи делать. Это природу так засорять. Услышат ли призыв те, к кому он обращен, неизвестно. Очевидно, что равнодушие к родному дому губительно. Отношению некоторых пицунцев к своему городу не позавидовать. Если мусор здесь продолжат выбрасывать, то экологической катастрофы не избежать. Исчезновение эндемичных растений в этом случае может показаться мелочью. Асида Малия, Эльдар Тамиров, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 64 рубля 37 копеек, евро 75 рублей 75 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается небольшая облачность. В субботу без осадков, в воскресенье местами возможен кратковременный слабый дождь. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем плюс 16-18 градусов. Температура морской воды плюс 20 градусов. По Сухуму небольшая облачность, в субботу без осадков, в воскресенье возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 10, днем плюс 17 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.